Вадим Викторович, добрый вечер. Судя по всему, складывается ощущение, что команда еще не отошла после поражения от сирийского клуба Лиги Вызова. И как итог поражения в сегодняшнем матче тоже как считаете? Ну, я не буду, наверное, искать оправдания в этом факторе. То, что мы, конечно, после такого обидного поражения в серии пенальти от сирийцев в этом матче выглядели так беззубо, я бы даже сказал, да, вот, и безэмоционально. Конечно, трудновато было нам отойти после этого поражения. Я, конечно, старался как тренер каким-то образом переключить команду все-таки на этот матч чемпионата, что уже матч с сирийцами это уже в прошлом, не вернешь. Ту возможность, которая у нас была, использовать мы, к сожалению, не использовали, поэтому нужно было переключаться. Но понятно, что вот эта эмоциональная выхолощенность и эмоциональный этот выплеск эмоций отрицательный, он, конечно, имеет место быть. Поэтому сегодня в какой-то степени я попытался, да, и кое-что изменить в рисунке игры, и по позициям дать более футболистам свежим, которые не получили такую нагрузку в предыдущем матче, да, с сирийцами и до этого, когда играли в стартовом составе, чтобы каким-то образом все-таки более хорошо выглядеть и с точки зрения эмоций, и с точки зрения физического аспекта. Но, к сожалению, не сработало это, и вот сейчас, пользуясь случаем, я хотел бы, да, наверное, и от себя, как от главного тренера и от лица команды, наверное, извиниться, да, перед нашими болельщиками за такой невзрачный, беззубый матч. К сожалению, да, есть огорчение от того, что все-таки нам не хватает пока еще такого мастерства, класса, чтобы вот в таких графиках, да, когда идет матч за матчем, нам с практически тренировок для того, чтобы поработать над какими-то компонентами нету, только приходится восстанавливаться, но и где-то нам, конечно, вот этого немного класса где-то и не хватает. Нельзя сказать, что мы совсем ничего, как говорится, играли без зуба с точки зрения того, что мы не создавали моменты где-то, да, не приближаемся к воротам соперника, но все те моменты, которые у нас возникают, нас то не хватает точного, более завершающего удара, более точного, то где-то последнего паса не хватает, то оборона соперника где-то надежно играет и не дает нам возможности, скажем так, нанести этот разящий последний удар. Но это связано, еще раз повторюсь, с тем, что, конечно, надо забывать уже прошлое, скажем так, неудачи и настраиваться на каждый матч как на новый вызов, на новую игру, на новые возможности одержать победу и улучшить свое состояние и в турнирной таблице, и получить радость и эмоции от следующей победы. Есть такое выражение, что каждое какое-то поражение обидное. Лучший лекарь – это следующая победа. Вот поэтому, конечно, хотелось нам сегодня, я настраивал команду, чтобы все-таки нам улучшить это состояние после этого обидного поражения в серии пенальти и в преддверии Суперкубка поднять настроение команде. Но, к сожалению, да, сегодня многое не получалось. И еще раз говорю, в плане эмоциональном, вот, в физическом я не могу сказать, что мы прямо уступили сопернику. Но вот в настрое, в желании, конечно, соперник нас сегодня превзошел. Но опять-таки я еще раз повторюсь, что это больше фактор такой эмоциональный. Вот поэтому мы где-то были выхолощены, где-то еще это осадок от этого поражения сирийцами сидел в глубине души. Вот поэтому не все у нас сегодня получилось, и если еще в атаке там можно было сказать о том, что кое-какие моменты у нас были, где мы могли реализовать, но для этого нужно было играть хотя бы надежно в обороне, но у нас и в обороне сегодня получились такие голы, наверное, я бы сказал, что до этого момента, наверное, в последних матчах у нас не было столько моментов у наших ворот, как сегодня вот соперник нам создал проблемы. Вот. Где-то ошибки, безусловно, стандартное положение, первое, стандартное положение с доигрой, второе, третий гол, ну и второй гол тоже там удар, добивание, тоже неудачно. Аделет отбил этот мяч, но и защитники не помогли ему, чтобы все-таки добежать и вынести этот мяч. Поэтому заслуженная победа соперника. Нам сейчас состоялся серьезный разговор с командой. Вот, поэтому я донес до команды, что нам надо сейчас весь этот негатив и
поражение от сирийцев уже забыть, и сегодняшнее тоже, что жизнь продолжается, и нам нужно очень сильно, скажем так, поработать над позитивными эмоциями, чтобы за эти 3 дня подготовиться к важнейшему матчу за Суперкубок. Вот что, в принципе, мы и, наверное, с завтрашнего дня начнем это делать. Вот. Только переключившись на позитив, только вспомнив те лучшие моменты, которые у нас были в предыдущих матчах, созданием голевых моментов, плюс реализацию надо улучшить. Вот то, что у нас было в предыдущих матчах чемпионата, где мы забивали 5 мячей. То есть надо вспомнить то хорошее, что мы делали до этого, для того, чтобы, еще раз говорю, уже новый вызов, новую игру, и матч за Суперкубок — это не рядовой матч, это трофей. Вот поэтому важно нам, футбольному клубу и ребятам, конечно, подготовиться, потому что мы понимаем, что трофей — это история, это титулы футбольного клуба, да, которые прибавляют и которые остаются на всю, как говорится, историю футбольного клуба. Поэтому все это мы прекрасно понимаем, и сейчас в раздевалке я об этом сказал, поэтому постараемся подняться, как говорится, не поднимешься, если не упал. Вот, поэтому мы, нельзя сказать, что мы упали, но где-то на коленко нам, как говорится, мы присели, да, и нам надо с этого колена подняться во весь рост и пойти дальше для того, чтобы, еще раз говорю, вот, одержать следующую победу и улучшить свое настроение, и улучшить настроение всех, кто болеет за футбольный клуб Дордой. Спасибо большое и удачи нам в следующем матче. Спасибо.